это из рокеров, из старых. Короче, 3 группы. Я имею в виду вот 3 группы человек. Первая, значит, группа спилась. Продали свой аппарат, короче, тупо, да, вот ну как-то получилось у них. Сначала аппарата не было, они привыкли на хорошем аппарате играть, вот, и, короче, аппарата нету, и каждый потихоньку начал пропивать свои инструменты. Там басист, басуху там где-то чего-то, понимаешь, тот чехол там вот, рокера. Аппарата нет, ламповый развалился. Гитары остались. Вот. Они сейчас, короче, тихо сидят дома и тихо бямкают что-то. По отдельности причем. Басист себе что-то бямкает, этот себе бямкает. Так же пьют, кстати. Ну, как же все, да, но так поменьше меру. Третья группа. Это у нас единственное, Артем Курган остался, вот ребят, которых я уважаю, в принципе. Они в Терске, у них 5 киловатт звук. Они как-то его выбили, хрен его знает. Как в школе репетируют, не пьют. Минус. Не пьют, не выезжают. Уже... Извините. Да, да. Досталось 2 минуты. Я нашел камеру, ура! Он уже не... А, еще это. Еще это. Если я отсоединяется, это переноска. Заменить. Тоже. На всякий случай. Отсоединяется вроде. Ну и все, отлично. Давай. Сейчас, да, короче, я вот это вот, короче, фигню сейчас такую положу внутрь. Ты представь. Что за чехол такой? Я думала, это рисунок, клянусь. Что? Это пыль. Я думала, что за рисунок тут, блин? Это пыль. Сочувствуйте. Сильно, я сумки вниз. Зачем? Короче, вот подарок, да? Через бас там, через стейк. Стейк на стейк. Давайте еще ничего. А, еще Давай, что? море есть? Переноска есть. А, да. 60 американских, 100 китайских. Смысл громче. О, ну-ка не майор атрибут. Не, мы там уже слова Че? 100 ватт приперли один. Я могу поиграть даже. Сейчас для этого самого. Карта. Шлюшка дешевая. Он шлюха дешевая. Мы сами планируем разыграть 3 диска. О, давай вот приедем и замутим фильм. Если что, я там что помогу. Не выпил? Молодец. Тибериум в гостях. Очень рада вас видеть. Всегда, на самом деле. Чем же брать? Расскажите. Про Тибериум? Да нет, про Тибериум там уж как бы не знаю. Что-нибудь, да. Как бы маленькое интервью вообще. Маленькое интервью. Да, что тут у вас происходит? Что у нас происходит? У нас происходит, что мы реанимируем круг движения. Пытаемся в меру своих сил нормальный формат, делаем мероприятия, делаем фильм, делаем концерты. Очень рады встречать гостей наших из других республик. Хотим показать обычным обывателям, что рок-н-ролл это культура на самом деле. Это философия. И все это, заметьте, все это вот как бы в простой, неформальной обстановке, да? Сори. Вот 200 минут. 200 минут, отлично.
станки наши. Описи. Короче, вот вот так и вот это. Савелий, отдай косуху. Так, какая? Две. Теперь он на гастролях трудом на выезд. Хардкор. По телеку идет прогноз погоды, диктор всех поздравил с Новым годом, а ты мне не даешь нифига, у нас в отношениях сплошная бурда. Вау! По телеку идет погода прогноз, у нас в отношениях сплошной мороз, а ты мне бухнуть не даешь нифига, у нас в отношениях сплошная бурда. Вау! Не надо истерик, вот этих, бля, слез. Это всего лишь погодный прогноз. Вау! На-на-на-на-на-на.
ночью, ведь зеленый мой мир. Зеленый туман, попов по проулкам, цепляет за сотни зеленых квартир. Зеленый мир, зеленый бред. Спасибо. Лекцо, приветствую. Мы исполним башкирскую национальную мелодию на том шире. Ты лучший. Я не могу. По-братски, вот сейчас здесь так хотел, мы с пацанами чуть-чуть подговорились. Но не сделает он Наташа. Давай, давай.
Я поснимаю всю эту тему. Ночь еще поможет, да? Да, я всегда готов. Вы любите телевизор? Нет? Следующая песня телевизор. Зомби ТВ. Несколько шагов назад, освободите место немного. Совсем недолго. Дальше движение. Все, движение подходите. Спасибо.
рядом, вот это самый Эти люди козел. двигают культуру. Да. А что у вас в Пятигорске происходит по этой теме, да? По этой теме мы проводим мероприятия. Команд много у вас? На Фаерфесте мы 11 собрали команд. Достойных команд, ну, вот не набирается. А реально кто-то где-то выступал, кроме Конечно, у Пятигорска? нас есть команда Пугуш, которые не толкаем больше. Они сейчас в Москве играют. То есть где-то раскручивается уже, да? Мы над этим работаем. Ну, как бы все равно это, я думаю, не самое главное. Самое главное весь процесс творчества, да. Не главное, кто лучше, Рок-н-ролл что это не лучше. способ заработать деньги. Однозначно, я согласен, да. Тут уж, извините, выигрывают единицы, скажем так. Ну, выигрывает по кругу. Ну, выигрывать единицы, на самом деле, это у нас образ жизни. Это философия, это эстетика. Кто-то же работает в школе, за маленькие деньги. Также и мы занимаемся, несем массы духов. Да, вообще довольно интересная вся тема такая. У нас арт-группа «Живьем», вот наша, на Каменводах. Мы единственные, кто занимаемся пластом культуры, плюс ковый рок-общество. По югу России, именно здесь у нас на Каменводах, только мы осмелились заняться именно этим. Рок-фестивали, поездки и прочее. Принимаем гостей, и очень рады видеть вас, например. Вот, например, его. Поменять. Это человек в Моздоке, который там, единственный человек в Моздоке, который что-то делает. Зачет. Почет у вас. Респект. Няньки фильм. Теперь ты расскажи, что маленькое интервью, скажем так, для фильма-то нашего. Не знаю, может просто... Группа Тибериум. Про эту группу я расскажу. А, хорошо, ты расскажешь. Хорошо, я расскажу про свою, можно? Давай. Вот. Группа Санитариум. Родилась и существует Сатанариум, да. Санитариум. Родилась существует Родилась существует под моим началом. Сейчас мы заказали уже себе форму, сделаем свою, да, смирительную рубашку. Джеки, да? Да, все будет супер. Это, по-моему, суровые ребята. Да, трэши. Вот, потом сделаем, значит, альбом запишем. Ну, планируем пока тупо посвятить свою жизнь музыке. Вот. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, да. Хотя можно было завести жену, хорошую работу, машину, КТ. Ты Что, дурак? КТ, 2 штуки. Две КТ. А вот приходится музыка. Да, ну это ненадолго. Ненадолго разводят, потом разводят. Потом разводят. Потом жен разводят. Знаешь, Калюшка, вам ли не знаю? Ладно, заканчиваем. Дождь, сейчас по крышам дождь идет. Вот эту песню нам несет, как сказанные маэстро. Билеты сразу по концам, и как протянута рука. И снова порвана струна, и чьи-то странные слова. В ночь, как удивительно она, и как просты наши слова, и как нам хочется туда в эти простые города, где чувство, боль, а может страх. Мы это помним в глазах. Все это в наших городах.
это в наших городах. Все это в наших городах. Боль, мы чувствуем ее всегда. Какие не были года, моя гитара будет петь. А нам бы лучше посмотреть в эти простые города, где все поют, а мы всегда хотели видеть города. Хотели видеть города, хотели видеть города. Тут оставь. Я ему скажу, короче, я тебе позвоню. Ты никогда не слышала? Я когда ты не нравишься. Я тебе сейчас сказала. Сказала бы. Вы что курите? Вдвоем, Грег и Ваня. Из-за планеты номер 5. Я не могу больше
здесь не хавает мозги, а я уехал бы домой, но не видать нигде. Расскажите, как вы относитесь вообще к неформальным движениям вообще на Северном Кавказе, не то что в вашем городе, вообще, вот как оно есть? На самом деле, вообще понятие неформальства уже давно переросло в другую черту, то есть, по сути дела, неформальства нет. Все, естественно, находятся в каких-то формальных рамках. Будь то это, не говоря, что поклонники рока, готической какой-то направленности, там, не знаю, металла, еще чего-то, блюза, джаза. То есть все они в определенных рамках. Вот. Тема неформальности уже переросла эти рамки. Это просто субкультура определенная, ни больше, ни меньше. Вот. Ну и, соответственно, что касается именно Северного Кавказа, народ стал оживать намного сильнее, чем раньше. То есть такая волна пошла любви к живой музыке, к живым инструментам. Вот. И различные группы возникают. Вот. На Северном Кавказе их становится все больше и больше. Аня, как вы думаете, какие преобладающие направления вот в нашей нынешней рок-музыке имеют место быть? Это вот как вот раньше классический русский рок с его конкретными текстами, либо западный вариант, тексты никакие, а музыка хорошая? На самом деле почва для развития групп была очень серьезная. Вот. Что имеется в виду? Имеется в виду западный рок. Вот. Потому что те дети, которые сейчас играют на живых инструментах, они были выращены на музыке 90-х. Вот. Соответственно, платформой уже в массу дошла музыка из-за рубежа, и было с кого копировать и с кого брать пример, соответственно. Если взять по регионам, вот я могу прям четко разграничить, как бы в таком регионе какое направление идет. В основном, если взять, вот, допустим, Северный Кавказ, ну, Каменводы, да, здесь вот преобладает больше металл альтернатива. Вот, то есть это некая копировка именно западного. Вот. А что касается уже окраин Каменводы, так сказать, больше по Ставропольскому краю, это все-таки вот держится русский рок. Русский рок. А вы сами к чему тяготеете больше? Трудно назвать, к чему я конкретно тяготею. Ну, у меня были разные ипостаси у меня, то есть начиная от старого советского рока, ну и заканчивая металлом. То есть сейчас у меня такой период блюзово-джазовый скорее. А есть такие команды у нас? В принципе, есть, но их очень мало. Но вот сейчас вот благодаря там открылся джаз-клуб, допустим, в Пятигорске, да, вот начали появляться команды. Тот же самый Опус, тот же самый Эвережи БСБ, 1%. Вот это те команды, которые играют именно в этом направлении. А вот такой вот вопрос. Скажите, а это вот все как бы дело прибыльное или неприбыльное? Или она все-таки на каких-то вот альтернативных Все началах? привыкли, что именно такие стили, они не прибыльные, не коммерческие. Но на самом деле, если очень сильно постараться, всегда можно как бы из любого действия, да, из любого дела можно вывести коммерцию. И коммерция должна быть здесь, потому что группам нужно развиваться, нужно оборудование покупать различные, те же самые поездки. То есть должна быть коммерция. Скажите, Ань, а вот такой вопрос еще. А как вы думаете, вот ваша деятельность, вот вообще ваша деятельность на самом сегодняшнем моменте, она помогает группам или не помогает? Ну, я надеюсь на то, что она помогает. Потому что, да, потому что мы даем возможность, во-первых, записывать команду демозаписи, чтобы для продвижения различных, на различные фесты. Не только здесь, на ее крае, но же, допустим, те же самые Питер, Москва и другие крупные города и фесты. Аня, вот были выдающиеся группы, которые вот действительно вот они что-то стоят, не копирки там чего-то, а вот именно вот стоящие команды, стоящие, чего-то стоят, что куда не стыдно их повести. Это стоящие с какой-то, опять же, точки зрения. Некоторые команды сильны в текстах, некоторые команды сильны с точки зрения музыкальной техники. Вот. Естественно, любая команда, она интересна, новая. Вот. Главное, чтобы команда не зарывалась именно в копирайте, а чтобы давала больше материала своего. Есть тот же самый блокпост,
Вот, те же самые Эверест Биг Бенд, которые как бы начинали с каверов, но выросли до большого уровня. Те же самые 1%. Ну, я беру Камелоды, потому что я больше знаю как бы именно камелодскую команду. Скажите, а вот это вообще вся неформальная тема, это тема свободы или душа вот просит там чего-то? Какая там у тебя мелочишка звенит, а у меня душа звенит. Так или как, может по-другому? На самом деле народ приходит разный, и с разными принципами. В теории поистине, как бы, это, да, действительно большая широкая душа неформальства, да, как бы неформальство. Вот, то есть, да, когда творчество рвется наружу, как бы хочется показать людям какие-то вот свое собственное творчество, чувство жизни, перенести, вот, допустим, те же 70-е, 80-е, да, хипизм тот же самый, сколько было много интересных людей. Вот вы знаете, я тоже хочу так сказать, вот все-таки конец 80-х для русского рока, это был вообще потрясающий конец вообще, я не знаю, это была его кончина или было его начало, но это, да, это был большой-большой взрыв. Сейчас, конечно, это творчество немножко ушло в плане вот нынешних молодежных направлений. Как вы думаете, может что получится или как? На самом деле 80-е мы уже ушли, теперь уже новое поколение, новый век. А на самом деле хочется услышать чего-то такого, от чего рванет мозг, не знаю, перевернет душу. Потому что все стили, даже тот же самый советский рок, советского 80-го рока, да? Тот же самый БГ, Алиса, ДДТ и там соответствующие. Они дали хорошую школу будущему поколению. То есть они научили людей немного мыслить в другом формате, да? Не бояться себя и показывать себя. А вот сейчас хочется именно, мы подходим уже к тому, чтобы когда творчество, душа, да, соединилась уже с техникой, уже с качественной музыкой. Мы вот подошли, на мой взгляд, это вот именно тот этап, где это соединяется в Ань, слушай, а такой вопрос, а группы копирки у вас бывают? Существуют вообще? Конечно, бывает. Бывает, конечно, есть такие группы, которые... Ну, в основном это те группы, которые составляют и играют именно кавер-версии знаменитой группы. Будь то Запад, будь то современный, ну, наша отечественная сцена. Аня, у вас есть места, где собираются неформалы? На Кавминводах? Не только в Пятигорске, именно Кавминводы. Не, ну есть, допустим, в Минводах своя какая-то тусовка существует. Собираются, допустим, в Минводах, к сожалению, не знаю, где собираются. Допустим, в Лермонтове своя тусовка, там собираются на верху города. Вот. А в Пятигорске здесь несколько тусовок, то есть на площади, на ЖД вокзале собираются неформалы, либо же в Цветнике, есть такой ниже, называется цветниковый период. А как они себя выражают? Творчеством или вот каким-то ненормальным поведением? Они считают, как бы, что они ведут себя достаточно естественно и свободно. Вот. Ну, есть экземпляры, которые как бы это больше перерастает в некий дебош. Это, конечно, минус. То есть это тоже может быть, если, да? если такая душа, если она рвется так вот, ну, возможно, что она так и есть. Но на самом деле, это в основном что? Это не только песни, да? Но это, допустим, тот же самый театр, розыгрыши какие-то, там различные акции на разных городах. Понятно. Ну, что интересно самое, что в последнее время я замечаю, что неформальское, как бы, не люблю это выражение, но все это существует, да, оно, раньше оно было как-то, вот 90-е они пропали, то есть она была асоциальным таким, аполитичным, а вот сейчас молодежь уже, это неформальская тусовка, она уже как-то более думающая, что ли. Скажите, молодежь идет к этому или как бы сторонится этого движения? Все прекрасно начали понимать того, что нам от общества никуда не убежать. Мы живем в обществе, мы живем в социуме, и по-любому нам приходится просто контактировать и с милицией, и с пожарниками, и с различными другими органами на общественности. Поэтому от этого никуда не бежать, поэтому, естественно, они начинают как-то думать уже, ходить на какие-то акции, агитации, выборы и тому подобное. Не все, конечно, но большинство уже я вижу.
Но это уже все-таки подышать. полет души или вот, Это не понимание, знаю, это разумность некая. или стиль жизни Это это, не стиль жизни, это действительно, когда вот... или норма жизни это. как? А что есть норма? То есть, Ну значит, тут такие, что да, вы тут сказали? я тоже Что как такое бы не норма? могу сказать, что есть норма жизни, но вот как для кого, кто как понимает. Это разумность. О том, что мы должны все-таки делать то, что свое будущее мы должны сами. Ань, скажи, а вот за свою вот эту творческую деятельность, сколько вы тут людей видели, перевидели, и действительно такие вот очень, ну, личности были? Видели вы личности? На самом деле, не просто там, скажем, вот таких музыкантов, там, ну как, ну не группы копирки, не просто, а личности с большой буквы и с большим потенциалом души. Были такие люди у вас? Были, конечно, и сейчас, ну, эти люди как бы понимают, что здесь они особого как бы того уровня не добьются, да, и уезжают. Вот вы опередили мой вопрос. Возможно ли добиться здесь чего-нибудь? Я надеюсь, что да. У нас все упирается в то, что мы верим. Вера пока есть, пока она жива, мы как бы верим. То, что здесь нужно сделать что-то, то, что, допустим, мы всяческими силами уговариваем, мы пытаемся как бы То есть удержать здесь. мы далеко не хуже, чем центр, чем Москва, чем Нет, вот Питер. здесь такие же люди, у нас здесь такие же интересы, такие штуки, слушают такую же музыку. Можно добиваться единственное, что не хватает, это финансовая система, да? Ну это она, по-моему, у всех не хватает. Ну, как бы не у всех, но просто нет еще таких меценатов, да, допустим, как в Питере, в Москве, которые могут делать дрифт-точки ребятам, покупать дорогостоящее оборудование, те же самые гитары, клавишные, чтобы ударные установки, чтобы они могли играть качественную музыку. Вот. Мы, допустим, вот я всегда сравниваю наши Каменводский, да, допустим, потенциал развития и других городов, да, два пути развития, да, Ленинградская и Московская. Москвичи покупали оборудование, начинали играть, но они не умели играть. И питерцы, которые играли, на чем попало, но, к сожалению, у них не было денег, чтобы играть на высококачественное оборудование. Вот Каменводы идут именно по этому пути, что у них есть запал, у них есть творчество, они играют, но денег на хорошую, допустим, гитару, то же самое, звук нету. Но все-таки, Аня, ваше вот мнение, рок-н-ролл жив, мы вместе? Ух, вот знаешь, вот, я всегда такое вот колебание, когда мне задают этот вопрос. Для меня рок-н-ролл в том состоянии, в котором живет он у меня в душе, он умер, конечно. Ну, это если смотреть на то, что происходит сейчас, да? Вот. Но в то же время появляются команды, которые будоражат, которые говорят: о, вот это вот настоящий рок-н-ролл. То есть, наверное, все-таки жив. Мы вместе? Да, мы вместе, конечно. И Спасибо. нам приятно. Спасибо большое за интервью, спасибо.